Сегодня мы едем в городище Толёк. Не хотят вместе, чтобы здесь работали. Ну, по крайней мере, горлов не перерезали, но по шее дали. Работать в таких условиях, это будет слишком сложно. В порядке где-то 50-60 молодых человек высказали свои претензии от имени села, что они против. Как всегда, мы следуем написанному. Специальный лючок, чтобы бензин пиздить. Уронил дрон, вот как ужас! Роскоп подарил как заманушку. А мы пришли, когда помойка была. Иногда и я лишний элемент, в том числе здесь, да? Я это знаю. Сегодня мы едем в одно из отдаленных сел Чуйской долины, где находится одно из крупных сохранившихся городищ средневековых, городище Толёк. К сожалению, так исторически сложилось, что основная масса популярных археологических объектов находится в восточной части Чуйской долины. Наверное, это связано с тем, что там есть городище Бурана, минарет, и там все это более детально изучалось. Но вот есть еще городище Толёк, которое, в отличие от всем известных городищ Бураны, Акбишима и Красной речки, сохранилось на практически 90%. Сейчас там работает археологическая экспедиция, и мы посмотрим, как они там начали работать и копать. С нами сегодня Дмитрий. Каждый уважающий себя водитель ленд-крузера или Лексуса, наверное, его знает. Нет, Lexus практически ни при чем. Lexus это другое. Ленд-крузера. Да. Вот, поэтому сегодня мы посмотрим археологический памятник Толёк, а на обратном пути заедем на один из сохранившихся в Чуйской долине аэродромов и посмотрим, в каком состоянии у нас находится малая авиация. Подписывайтесь, шерьте, ставьте лайки. Выгнали. Не хотят вместе, чтобы здесь работали. Категорически. Здравствуйте. Здравствуйте. Дима Лужанский. Если бы мы настояли на своем и остались, то, в принципе... И работали бы здесь пару дней под надзором милиции, да. охранявшей нас, Ну, то ночью по крайней могли мере, бы... горлов не перерезали, но по шее дали. Итак, внесу небольшие пояснения, что же тут произошло. Во-первых, городище Толёк находится в центральной части Чуйской долины, неподалеку от границы с Казахстаном, и является памятником республиканского значения. Охраняется государством. По закону на его территории запрещены любые действия, в том числе захоронения. На городище находится сельское кладбище, официально закрытое, но по факту действующее. Несколько дней назад сюда приехала международная археологическая экспедиция. Они разбили раскоп на городище в 50-80 метрах от кладбища, на что местное население возмутилось и путем митинга и давления вынудило экспедицию свернуть работы. Это было уже в это утро. Мы же приехали сюда снимать начало экспедиции и первый день археологических раскопок. Официально это все понятно. Официально это все памятник истории культурного наследия, в списке внесенный. Это все нормально. Элакмату то же самое пытался помочь, убедить их. Глава Элакмату рассказал, зачитал документы, списки, кары небесные и государственные. А вот мы так хотим и все. Люди... Ну, чувствуется, есть какие-то зачинщики, которые всех настраивают. Буквально несколько человек, по сути, они орали, остальные все молчат. Но были отдельные, которые в полголоса, но реально угрозы. Это все связано, по всей видимости, с мусульманским фактором. Ты, конечно, понимаешь, что я мечтал найти мечеть, но не против этого, чтобы хоть что-то искалось здесь. Да, это памятник, да, мы понимаем, да, мы будем его охранять, да, мы ничего с ним не сделаем. Вы знаете, что тут городище, мы знаем, что тут городище. Пусть стоит спокойно. Ага. Их позиция. Их позиция, что только они могут портить. Потому что, по сути, все эти могилы, это же... Это порча памятника. Да. У них он то, что зачитал, ты что понял? Они все говорят. Что прокурорские предостережения были, указания, что это все запретить кладбище.
Ну вот Они сами видите, говорят, что вот копая могилу, Полное средневековье. мы находим предметы, это мы знаем, что это древнее, но так что это вот победители едут, одни из. Это идет, по сути, нарушение законодательства, умышленная порча памятника. Каждая новая могила, то можно его трактовать как умышленная порча памятника. А это по нашему законодательству 3-5 лет. Я говорю, что сначала штрафы административные будут. И наверняка после этого инцидента это все появится. Ну, чтобы вы понимали, это не просто так, это были выделены деньги. Приехала международная экспедиция, международный проект. И мы сюда приехали зачем? Для того, чтобы развивать как-то туризм здесь, чтобы здесь было, чтобы люди в отдаленные села приезжали, потому что Толек это довольно отдаленное село. Вот. Мы, конечно, сейчас покажем условно, как выглядит это городище, расскажем немного о нем. Но сам факт того, что двухгодовалый, то есть в прошлом году здесь были начаты работы, потрачены деньги, геофизические работы, это довольно дорогостоящие. И вот воткнуться в средневековые понимания этого всего, это очень сложно, потому что кладбище находится совершенно на другой части поселения, городища, где собирались проводиться работы. И они никак не соприкасаются. Может быть, они хотят захоронить все городище, но тогда они портят сами по себе археологический памятник, потому что культурный слой здесь достигает, ну, я думаю, не больше... 5-6 метров в центре, 5-6 метров. То есть верхние мусульманские памятники, чтобы вы понимали это как раз слой 2 метра, полностью будут срыты могилами. Вот. И мечеть, которую мне так хотелось, чтобы люди нашли, она так и не будет обнаружена. Так что прокомментируйте, как вы считаете, правильно они делают или неправильно здесь. Потому что это довольно такой... Прецедент? Да это не прецедент, это... Негативный прецедент, на мой взгляд. Вот. Что бы было, если бы на городище Бурана запрещали местные жители посещать это место туристами? Вот это, я считаю, это равносильное. Вчера так небольшой. Ну, для меня, как исследователя Чуйской долины, давно привлекательно было посмотреть, какая культура в центральной, в западной части Чуйской долины. Если самый запад Чуйской долины, находящийся в Казахстане, он так или иначе исследовался, там тоже городище Кулан, то наши части исследовались в основном в восточной части. Ну вот, например, на этом же городище были работы в 50-х годах. Петр Никитич Кожемяка шурфы поставил. Затем в 1977-1978 годах Михаил Иванович Москалев производил небольшие раскопки. Причем у меня отчетов не сохранилось, есть краткие записи в археологических открытиях за соответствующие годы. У меня еще, конечно, тогда возникал вопрос, а почему он копает не наверху, а в низких частях. Ну, подумал, что университет, это значит силами студентов, значит сил средств немного, поэтому небольшие объекты в низинной части, где, ну, опять-таки по Кожемяке, там культурный слой 1-2 метра, поэтому как бы так вот он и не пошел наверх. А сейчас местные жители говорят, что аксакалы ему тогда запретили, он обещал, что больше как бы наверх никто не пойдет, но ведь это нигде не отразилось, и он ни разу об этом в личных беседах, когда мы с ним разговаривали, про разные темы, никогда об этом не упоминал, не рассказывал ни студентам, ни мне, ни кому-то еще. По крайней мере, я об этом никогда не слышал. Вот это как раз один из его раскопов, надо полагать. У него потому что было их 3-4 за 2 года. Вот это один из его раскопов. Там немножко стенки даже просматриваются какие-то. Кожемяка, когда в 50-х годах исследовал, отмечал, что на западной части находится кладбище, а вот восточная не занята ничем. Ну, он провел шурфовку, выявил, что культурный слой здесь достигает, по-моему, около 5 с лишним метров, 6. Датировал его, если не ошибаюсь, от 7 до 12 века. Вот оно, само кладбище. Находится оно в центре. Сколько здесь могил примерно? Ой. Мы не считали, порядка 200, наверное, есть. Да, родовыми, семейными группами. Вот это вот, например, отдельная семья захоронена.
там просматривается. Ну и самые свежие могилы, вот они с краю идут, 21 годом датированы. То есть каждый год сюда кого-то хоронят, несмотря на всякие запреты. Я сам из Тувы, но работаю в Татарстане. И у нас как бы тоже местное население всегда следит, чтобы памятники не трогали, но никогда не противодействует науке, то есть научным исследованиям. От такого, чтобы встали и сказали нет раскопкам, практически не бывает. Мы не лезем на кладбище. Мы, если даже работаем рядом с современным кладбищем, обычно все смотрят, что наших могил не касается, и никаких действий, противодействия никакого не устраивает. Здесь это, конечно, такое из ряда вон выходящее, но работать в таких условиях это будет слишком сложно для нас. Несмотря на то, что мы уже с прошлого года начали здесь работы, разработали проект, который показал бы, вот, какие есть взаимосвязи в архитектурных, культурных, так сказать, материальной составляющей Чуйской долины, Поволжья, то есть, и с моей стороны взаимосвязь с Саяно-Алтайским регионом, то есть как проходили миграционные, торговые пути. Все это мы могли бы посмотреть, изучив как минимум 1-2 памятника. Но вот для нас очень интересен был Телек, именно как крупный, один из крупнейших центров Чуйской долины. Добавок хорошо сохранившийся достаточно. Да и в Кыргызстане такого, чтобы где-то какая-то местная община запретила работать на памятнике, такого не было. Это вот наш еще один сотрудник, Дим. Это Дима Лужанский, с которым тебе можно как раз поговорить про петроглифы твои любимые. Он из Сыкульски лучше всех знает. А это вот наш молодой татарский коллега. С алтайскими корнями. С алтайскими корнями. Территория Кыргызстана, она интересна для меня тем, что и тут располагается множество памятников, в частности, опять исторических, относящихся к эпохе тюркских завоеваний. Это как раз то место, тот квадрат, разбитый нами 10 на 10, где мы планировали проводить раскопки. Но вчера тут мы работали в первой половине дня, во второй половине дня здесь был сход местных людей. Был, вероятно, достаточно долго они здесь стояли, ждали. Даже приезжала милиция, то есть как бы сообщили главе администрации. Ну, здесь мы пытались местным жителям объяснить, что мы от кладбища далеко. Вот отсюда около 50 метров за дорогой. Если бы мы дальше исследования расширяли, мы бы расширялись либо сюда, либо южнее немножко. Под конец вот этого совещания, как сказать, собрания, на котором нам говорили, что не надо работать, мы даже предложили перенести раскоп в другой участок, вот пониже. Там мы тоже проводили геофизику, очень интересные объекты. Чувствуются, видны. Но к тому моменту либо они завелись так сильно, что просто сказали, что вообще здесь нельзя работать на всей их территории. Не знаю, что объяснить, говорю, у меня в первый раз такое за мою более чем 20-летнюю практику. Никогда не слышал ни от коллег, ни от друзей, ни в нашей стране, ни в сопредельных странах именно такого вот неприятия. И на самом деле, как бы, кладбище, ну, в лучшем случае, отправная точка, но ничто большее. Я не знаю, почему люди не понимают, что необходимо развивать. Это же прежде всего в их интересах. Обидно, что городище, которое действительно требует археологических исследований, недоступно. Потому что увидел я его впервые 3 года назад, когда делал археологическую карту Чуйской долины. И с этого момента оно у меня запало в душу, потому что это единственное полностью сохранившееся городище в Чуйской долине. Причем полностью это я ни капельки не преуменьшаю или не преувеличиваю. Городище на самом деле оно шикарное. Оно привлекает своей целостностью. У него достаточно четко читается вот его структура, где есть
Шахристан, то есть это, собственно, город, обнесенный крепостными стенами. В углу Шахристана находилась цитадель, холм повыше, который уже весь занят могилами давно, изрыт. Плюс к этому огромная сельская округа, обнесенная своей крепостной стеной с радиусом там, до 1,5-2 километров. Увы, увы, увы. Понятное дело, что когда-нибудь все равно сюда дойдут археологи. Все равно не будут исследовать этот памятник. В силу своей сохранности он будет все равно привлекать внимание. Если бы не было раскопок, если бы не было археологии, Бурана не стала бы туристическим центром. Почему бы не начать здесь раскопки и дальше вот превратить это в туристический объект? Это был бы классный объект на шелковом пути. Потому что ну вот, в 15-20 километрах к северу, уже на территории Кыргызстана, за рекой Чу преимущественно, в Казахстане, на территории Казахстана находится объект, включенный в серийную номинацию вот этот шелковый путь Чинань-Тиншанский коридор. Городище степное, степнинское. Оно включено в список памятников. И как раз вот эти ветки, которые идут вдоль нашего Кыргызского хребта, и это соединяющая с той дорогой, она была бы интересна, и проходимость была бы. Но опять-таки, мост на реке Чу в этом месте сохранился. Понятно, что сейчас там здесь не поставлены переходы официальные такие, но они рабочие, действующие. Это поставить переход не проблема. Для развития туризма, межгосударственного туризма. А туризм – это деньги. Хотя, конечно, для местных властей и Тюлека, и всех других надо, конечно, научиться на памятниках зарабатывать грамотно. С другой стороны, здесь есть еще такая вещь, рассказывали женщины местные, что как бы большинству людей именно в Тюлеке как бы заработок, деньги особо не нужны. В каком плане? То есть Тюлек – это достаточно своеобразная сельская община, она достаточно монолитная в плане происхождения. 99% из 1500, которые сейчас проживают, это кыргызы, как говорит глава Илакмату. Причем все они с одного племени, как раз таки вот по имени которого и названо село Тюлек. Основная часть племени проживает, насколько нам рассказывали, в Джумгале, но тем не менее здесь вот такое отпочковавшаяся часть. И поэтому у них, даже когда там нужно кому-то помочь, идет взаимопомощь. Не на основе денежных отношений. Ты мне загрузи машину тюков, а я тебе заплачу там копейку. А идет, ты мне поможешь сегодня, я тебе помогу завтра. Все, спасибо. Сейчас Валера отправил мне телефон местного Айлбаши, мы к нему подъедем, спросим его комментарии, потому что это, я думаю, будет честно показать два мнения. Может быть, археологи тут врут, им все разрешили, они деньги пропили и решили ехать домой. Все, бежишь до меня. Посмотрели мы городище. Ну, городище на самом деле очень интересно. Вам понравилось? Да. Интересно. Позвонили мы председателю Айлбашу. Он сразу же сказал, без проблем сейчас подъедет с нами, встретится и объяснит ситуацию, что же там произошло на самом деле. Потому что, ну, как бы нужно показывать два мнения. Село довольно большое, хотя и говорят, что здесь 1500 человек живет. Но я думаю, здесь живет побольше, наверное, да? Ну да. Вот. В таком, ну, среднем качестве жизни. Вот смотрим дальше. 1500. А домов сколько? 230. А в школе сколько учится? 240. 240 человек. 240. Школа, в принципе, в хорошем состоянии у нас. Мы каждый год стараемся проводить там ремонтные работы. Население очень активно поэтому помогает, поддерживает. У нас есть садик, есть. Еще в прошлом году запустили на 80 человек. Меня зовут Маматов Эверт Эмильбекович. Я глава Айлакмату Тюлёс. Ну, еще в начале сентября к нам обратились группа археологов, что они собираются провести здесь раскопки, чтобы изучить историю нашего городка. И мы собрали здесь депутатов Айльного кеңеша, Асакалов, ставили их известность в курс, что они в настоящее время будут проводить раскопки, чтобы
оказывали всякие содействия в их работе. Ну, со стороны Айлюк-Мытую мы предоставили им помещение для проживания, организовали там различные встречи. Но буквально вчера, позавчера группа молодых наших жителей высказали свои претензии по поводу, что здесь нельзя проводить раскопки, потому что она является могилой наших предков. Но благодаря этой могиле, наверное, более-менее это городище сохранилось. Но как археологи объясняли, они хотели бы провести раскопки в другом месте, отдаленно от могил. Но жители села в целом были против этого, чтобы не проводились никакие мероприятия по изучению данного городка. Вчера я не смог с ними встретиться, на сегодняшнее утро их пригласил в порядке где-то 50-60 молодых человек, высказали свои претензии от имени села, что они против. Совместно с археологами мы побеседовали, и они тоже не хотели здесь особо так сыр-бор устраивать. И я так думаю, согласовав со своим начальством, они приняли решение проводить в другом месте раскопки. Поговорил я с Аилбашем, он мне объяснил ситуацию, ну вот вы слышали ее. А пытались мы дозвониться к местным, как не зачинщиков их назвать, а, наверное, организаторов пикета этого археологического. Вот. Они, к сожалению, телефон не берут и не хотят с нами беседовать, потому что когда мы подъезжали, машина там стояла, они бы нам могли с удовольствием объяснить это все, но, к сожалению, они не готовы с нами беседовать, поэтому, что есть, то есть. А сейчас мы отправляемся в последнее место, в то, которое мы планировали. Это полузаброшенный аэродром в Чуйской долине. Поехали. Городище Тулёк начинается. Приехали мы на второе место, к самолетам. Сейчас посмотрим, у кого спросить можно ли тут походить, поснимать. Давайте пойдем спросим. Взлетная полоса-то заросшая. Вот интересно, да, вот если ты говоришь, что их ремонтируют, да, вот тут. Я не говорю, что их ремонтируют. ремонтируют. Тут прям это прям как будто покрашенные, да, вот эти вот. А дальше с ними что? Ну и этот ангар-то явно новый, более-менее. Будем искать, у кого можно спросить разрешение, чтобы поснимать, полетать здесь на дронах. Сверху на дроне полетаем. Спасибо. Спасибо большое. Спросили мы разрешение, разрешили нам. Тут все-таки важно спрашивать, потому что, мало ли, бывают ситуации разные. Сейчас сначала прогуляемся. Как он называется? Роторно-поршневой этот двигатель. Аккуратно обрезано, чтобы можно было. Штука такая. Кубик такой из дерева выпиленный. Очень классное место, да? Ага. Лётный самолет. А что они с ними делают, интересно? Скорее всего, может, какие-нибудь запчасти с этого еще можно это добыть. А, это же химавиация, это, наверное, бак. Это же химавиация. Я смотрю, заглядываю, думаю, там это... То есть это самолеты для опыления? Да, она воняет даже. Что, ложится, это, смотри, отрезано очень ровненько. Прям это. Именно под углом, чтобы она стояла. Профессионально все сделано.
А, это же тряпка. Это же тряпка, вот почему ее чистят. Нет, вот тут вот надпись, видишь? Да вот тут. Не браться. Как всегда, мы следуем написанному. Такое эхо, да? Они критичные, видишь, все. И поэтому их разве это вот крылья все разобраны. А вот это вот его бак, бензобак, видишь, внутри крыла. Штурвал. Полетели, говорю? Куда? Куда? Летать? В Майами. Да нет, Майами потом. Сейчас пока здесь, как он, Тонбулук. А этот, наверное, целый, да? Ну вот весной я был здесь, его не было. То есть обнесен был только один самолет. Ну это VIP-салон, смотри, со шторками. Это будущее, наверное, нашей авиации. Ну и двигатель, смотри, закрытый тряпкой. Видишь? Специальный лючок, чтобы бензин пиздить. Видишь, слив бензина. Это прибор для этого, для масла. Баклажка называется. Картина, конечно, такая по самолетам очень душещипательная. Разбросано все вокруг. Сейчас внутрь заглянем. О, винт проворачивается. Ничего себе. В какахах, правда, весь. Гнезда в самолете. Не слышно вас. Что вы говорите? Я говорю, он туда, вот так вот подъезжал, и вот в этот верхний, вот с той стороны верхний люк, вот туда заливали эту химию, скорее всего. Видишь, рука. Вот это интересно, что такое. Это спираль. Что-то поджигалось или что? Раз, два, три. Крылья лежат, да? Крыльев тут много. Ну так и самолетов.
Открыт? Тут замок. Нет. Там шторки, видишь, в борделе. Походит еще видимо. Дима начал собирать дроны. Ну здесь надо летать этим, конечно. Вот. Собираете, чтобы я полетал? Тебе не доверяю. Не, ну у меня 2 батарейки. Это, одну давай я полетаю, одну ты. А потом куда-нибудь еще поедем, где-нибудь это что-нибудь такое масштабное найти, какое-нибудь, что-нибудь, не знаю, что. Правда. Чтобы большим полетать. Здесь большим-то совсем летать как-то стрёмно. В отличие от всех, вы же видели Димин офис. Дима является одним из профессиональных пилотов в нашей республике, который может летать практически на всех видах беспилотной летательной техники. Профессиональным с большой буквы П. Начиная от скольки у вас килограммов лежат там в офисе? От 2, от 3, наверное, да? В смысле? Вот эти большие сколько килограммов? А это что-то, честно говоря, даже не знаю. Ну, в общем, Килограммами меряется. большие настоящие беспилотники. Вот. Ну, а летает он вот на такой маленькой хернюшке. Да. Не своей. Да-да-да. Потому что я жду. У меня есть дрон, но нет вот такого пульта. Потому что я до сих пор его не получил. Пошел 2-й год. Я летаю на DJI. Включит он меня. Не по-детски. Проверяем. Циферки побежали. А? Циферки побежали. Уронил дрон, вот как ужас. Счастливый идет. Ладно, дрон, там GoPro-шка 10. У нас... А как так получилось? Что, отломался? Сейчас придется немножечко поковыряться. Не, все нормально. Вот чем хорош синевуп, собака? Ну, GoPro-шку немножечко... Ну, я ей зацепил, видишь, скорее всего. Ну-ка, дайте я подсыпу. Нет, и батарейкой тоже. Батарейкой лопнула. Ну вот. Ничего, это же боевые эти. Как... Вот такой коротенький обзор по нескольким местам, которые мы посетили. Сейчас мы приехали на один из старых кыргызских аэродромов для того, чтобы полетать здесь на FPV-дроне. К сожалению, не получилось хорошо снять экскурсию по городищу Тулек, потому что там возникли проблемы. Но что есть, то есть. В такой
атмосфере живут села, которые находятся ближе к границе с Казахстаном. Поэтому здесь занимаются в основном сельским хозяйством, полями. Так, смотрим дальше. Прошло уже около 2 недель после того, как мы съездили на археологические раскопки. И сегодня мы отправляемся вновь, но уже в другое место. Сегодня мы едем не только с Димой, но и с Леней. Первоначально мы думали, что мы посмотрим археологические раскопки начала и завершение, финал. Они переехали в Кенбулунь, и сейчас мы с вами вместе отправимся в Кенбулунь втроем. Здравствуйте еще раз. 2 недели спустя. Здравствуйте. Вот. А что-то палубку неправильно это, да, фундамент делать? Надо это. Сколько мастеров, столько и советов. У нас своя метода. Что-то вы мало раскопали. Ты дай попадку поиграть. Ну он за этим и приехал. Всю дорогу мечтал, это ехал, говорил, когда же руки это соскучились по лопате. Наша экспедиция практически в тот же день приняла решение переехать на другое городище. К сожалению, выбор пал на восточную часть Чуйской долины, городище Кенбулунь. Городище Кенбулунь находится буквально в 500 метрах от села Кенбулунь и является средним по размерам городищем Чуйской долины. Почему, к сожалению? Да потому что основная часть городища исследуется в восточной части долины. Здесь археологи сразу же разбили 2 раскопа. Один за пределами центральной части руин на территории Рабада и второй непосредственно внутри самого городища на территории Шахристана. Обучение. Тут просто вот стучишь, она сама вещь отделяется. Лопаты ты тогда. Лопат такую вещь не сделаешь. Так не надо. Вот это примерно объем археологических работ, который выполнен за 2 недели. Сколько мы с вами виделись назад? Ну, где-то 2 недели почти что. И как у вас здесь люди более гостеприимные? Более гостеприимные, но также работников из местных не хватает. Вот у нас ребята из Бишкека приехали. Работают. Интересно, в этом году наметили основу. В следующем году уже до июня года мне выходить, чтобы понять время основания памятника, как он, и понять, как он перестраивался, разрушался. Самое интересное, ну то, что сегодня есть вот такая маленькая керамическая, ну пуговица, пряслица, как ее назвать, трудно сказать. Это вот, разбирая слой, здесь было найдено. Ну вообще была найдена монетка, которую надо еще чистить, определять будет, если что-то вылезет в ней. Но на другом раскопе, не здесь. Здесь еще это бусинка. А здесь, конечно, в первый день нам раскоп подарил как заманушку хорошую агатовую, или сердоликовую бусину красную, биконическую, 6 или 8-гранную. По-моему, 8-гранная была. Ну, хорошая такая, большая. Это, вот этот раскоп 100 квадратов, А тот 20. По планам понять, что здесь есть. На этом раскопе, если брать конкретно. Исходя из времени и наличия рабочих. Одной из первых находок на этом раскопе был Бадрап. Бадрап — это локальное название мусорных ям. Средневековые города были очень чистыми, поэтому в слое встречается огромное количество мусорных ям. Самое интересное, что может быть в археологии, особенно для некоторых археологов. Самую большую яму, про которую я слышал, что рассказывали, была глубиной 22 метра. Это не у нас, это в Самарканде где-нибудь. В Термезе. Ну, там, где песочки. А на моей памяти самую большую, которую я копал, была 3,5 метра. Ты про Покровку 4-ю ямку? Нет, я про Красную речку. Вообще эта яма похожа на колокол, который закопан вниз. Чаще всего. То есть у нее она круглой формы.
овальный, скажем так, вниз с расширяющимися гранями. Короче, сортир. Вниз расширяется. Да. Да, вниз расширяется и внизу либо ровная поверхность, либо такая полукруглая. Самое интересное, Лампочка можно назвать. во время краснореческой экспедиции жили мы там в доме у турков. И они в своем доме во дворе выкопали мусорную яму. Выкопали китменем. Идеально круглая получилась. Как они так сделали? Но они просто копали, а у них так получилось. Сейчас дальше вот тут у нас более-менее нормально идет, да? Еще полштыка сделай, выберешь, а потом в эту сторону двигается уже вот. Потому что здесь проводилась геомагнитная съемка вот этой площадочки. И по ней было определено, что здесь какая-то магнитная аномалия, вот именно в этой части. Предполагалось, что это производственная площадка. Это здесь стенки, производственная площадка. И мы хотели попасть на нее. Ну, предположительно, задели край самым углом. Так это или нет, мы еще не знаем, потому что это у нас верхний слой, который еще... С техногеном. Да, техногеном. Распахан в свое время был. Он еще разрушен. Здесь что-то просматривается, какие-то линзы, но еще не понятно. Какие-то вроде бы линии стен, но это проверять надо, это не точно. Какие-то упавшие кирпичи вроде. Углубляться. Ну, примерно года. Когда закончим раскопки? Нет. Вот года памятников, вот городище, когда оно было, когда оно закончило свое существование в жилом виде. Хотя бы примерно. Вчера на другом раскопе нашли Южно-Сунский Селадон. Это 13 век. В 13 веке городище еще доживало. Когда возникло, докопаем до низу, скажем, по предварительным данным, век 9. Вот явно видны следы производства, фрагмент шлака, который был обнаружен в этом раскопе. Вот тоже фрагмент шлака. Это получается керамика, не керамика, или это мусор лежит? Где? Вот это. Вот это, ну то есть как? Все, что находится, оно смотрится, сразу немножко сортируется. Потому что все это хранить, это Ну, отвалы так и останутся? Отвалы останутся до тех пор, пока мы не начнем делать полную консервацию. То есть у нас проект рассчитан на 2 года. В этом году большая часть отвалов останется. Если у нас 2 года проект, только на следующий год мы докапываем, закрываем и весь этот отвал на место раскопа засыпаем. Естественно, там промаркировав поверхность. Обязательно. Обязательно консервируется это все, сохраняется, приводится в первозданный вид, проводится полная регенерация местности. То есть помойку сверху тоже будете насыпать? Мы убираем вслед за собой. Не, ну которая сверху была. Если проводится полная регенерация местности, то необходимо создать первозданный ландшафт, к которому вы пришли. А мы пришли, когда помойка была. Поэтому помойку мы трогать не будем. Да, это как в анекдоте. Приходит мужик в магазин, зоомагазин. Говорит, извините, у вас тараканы, комары, пауки есть? Вам зачем? Ну вот квартиру, съезжая с квартиры, сказали сдать как было, а я их всех повыводил. Надо завести. Кстати, хотел обратить внимание, видите, какая почва? Вот это и называется деградация пастбища. Когда баранами все вытоптано настолько. Новое уже не растет. Новое уже не растет. Ну, Сейчас мы зашли. Куда мы попали? на центральную часть, которая в археологии называется чаще всего Шахристан. То есть территория, обнесенная некогда крепостной стеной, которая, естественно, сейчас в виде вала холма. Здесь у нас еще один раскоп. Номер 1. 10 на 2, то есть 20 квадратных метров.
Да, и белый материал это как раз для того, чтобы после, когда будем делать регенерацию, знать, докуда убирать грунты. Попробовать. Вот Что, на этом участке. тверже? Камни? Есть ножик, как бы кусочек ножа. Там-то нашли. мягче. Фрагмент стены, да, получается? Почему стены? Нет, это тут постройка идет внутри, она четко по рельефу читается. Квадратная постройка, это примерно середина южной стены. Бугор. Значит, он был один. Ну вот поставили от бугра по 5 метров в одну другую сторону. По факту получилось, что самый высокий гребень это как раз таки пространство вроде бы между стенами основными, то есть помещение само. Почему бугры не бугры, а бог его знает. Ну вот, что-то вылазит. Тандыр какой-то вон плохо сохранившийся. Какой-то вмурованный кувшин с интересной ручкой. Фрагмент был. Кирпичи с упавшими, вот лежащие вертикально, то ли забутовка, то ли упала стена какая-то. Поэтому копаем, смотрим. Пытаемся понять, как же оно так случилось. Это финансирование идет полностью Академия наук? Финансирование на наши раскопки есть грант МИЦАИ, Международного института центральноазиатских исследований, и наших партнеров из России по государственной программе Республики Татарстан идет также финансирование. К сожалению, родная Академия наук выделить на все это деньги не в состоянии. Но у нас есть памятники, у нас есть оргмоменты. Есть над чем работать, но нечем работать получается. Ну почему? Нет, ну Жаловаться тоже грех. Потому что как бы нет ни одного сезона, чтобы не работал. нет, я не об этом говорю. Да, как бы на общественных началах можно все, но под конкретные памятники, которые, ну, от раскопки практически государство, получается, не выделяет деньги. Нет, выделяет. Вот, на Саймалуташ выделили, на петроглифы Орнука выделили, на паспортизацию памятников выделяют. То есть какое-то финансирование государство все равно выделяет. Но его недостаточно, чтобы обеспечить даже 14 археологов, оставшихся в республике, работой. Правильно сказано? Примерно. Потому что 14 археологов это минимум 14 археологических экспедиций. Сумма на каждую примерно 1 миллион сомов. Ну, очень грубо, если брать. У кого-то это будет больше, у кого-то чуть меньше. Поэтому это вопросы такие. И вот такая монотонная, неинтересная работа – это археология. Поэтому, чтобы раскопать вот эту небольшую яму, Не яму, раскоп. разрез, Это объект. шурф, Там уж траншея. траншея, ушло больше 2 недель. Ну здесь есть что посмотреть, и в Бровке, смотри, как красиво. Когда мы переехали на это городище Штилёка, то, чтобы проводить раскопки, всегда нужно иметь документы. Сильнее. На раскопке Телёка у нас документы были. Местное население не дало работать. Там можно было делать раскоп любой площади, но мы планировали 100 квадратных метров. Когда мы перешли на это городище, экстренно, неожиданно для себя, то на руках у нас были документы по так называемому открытому листу второй формы. То есть скрывать можно было до 20 квадратных метров на одном памятнике. Вот именно поэтому данный раскоп имеет площадь ровно 20 квадратных метров. 2 на 10. Все равно что-то падало, ломалось, разбивалось, поверхность вместе с ними падало тоже.
типа. Вот здесь выявили грань стенки, поэтому немножко прокопали, оставив около нее некоторое расстояние. Ну теперь можно вскрыть эту стенку аккуратно, красиво. Но ведь нашел. Все-таки нашел. Вот смотрите, что такое грань стенки? В принципе, кыргызская археология – это глина в глине. Но это глина одного цвета, а это глина другого цвета. Совершенно, соответственно, хорошо читаются кирпичи, которые здесь. И разной плотности, разной структуры. И вот смотрите, он сейчас тишой бьет и хорошо отделяется от стены. Ну пока еще не очень хорошо, но отделяется. Он, скорее всего, еще что-то типа этого есть, да? Ну штукатурки, да, наверное. Господа блогеры, пойдемте тут раскоп. Не, вы покопайте, мы И посидим. дадим спокойно поработать людям. Наше присутствие здесь сильно затрудняет работу, надо сказать. Затормаживает его. Я бы даже сказал, она сильно остановилась. То есть вы, Валерий Анатольевич, лишний элемент в этом. Иногда и я лишний элемент, в том числе здесь. Да, я это знаю. Можно потом саунд. Я вообще не про гендер спрашивал. Вам доверяю. Ну, вот на этом закончилось наше двухнедельное, почти трехнедельное путешествие по археологическим раскопкам. Что увидели, что есть, то увидели, что есть, то показали. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, шерьте. Вот. Всем хорошего дня. Надо, Дима. А у вас есть что сказать? Как вам понравилось? Отлично, отлично. Отлично. Прикоснулись к истории. Вот такие у нас туристы местные. Слов нет, одни эмоции.